И, ребята, желаю всем хорошего настроения на нашем уроке. Прежде чем мы начнем изучать новую тему, давайте с вами вспомним, что же такое чудо. Правильно, ребята. Чудо – это нечто поразительное, выдающееся, удивляющее своей необычностью. А как вы думаете, ребята, что такое чудеса света? Правильно, ребята. Чудеса света по замыслу или исполнению значительно, грандиозно, уникально и неповторимо, ценно для истории и культуры всех жителей Земли. Памятник античной культуры. Ребята, как вы догадались, мы начинаем изучение раздела «Чудеса света». Тема нашего урока «7 чудес света. Знаки препинания в предложениях с однородными членами». Цель нашего урока – использовать знаки препинания при прямой речи и обращении, в простом предложении, в предложениях с однородными членами, а также с обобщающим словом при однородных членах предложения. Ребята, давайте с вами мы сейчас посмотрим видео. Пирамида Хеопса, друзья, в Египте. Пирамида Хеопса, или как ее еще называют, Большая пирамида, является, между прочим, единственным из 7 чудес света, которое сохранилось до наших дней. Возраст сооружения 4500 лет. Вершина разрушена, а самая высокая точка находится на отметке 138 метров, усыпальница Хеопса по-прежнему производит величественное впечатление. Почти второму чуду света – это висячие сады Семирамиды. Находятся они в Азии на территории современного Ирака. Около 600 года до нашей эры на территории современного Ирака шумел древний Вавилон. Своего же наивысшего расцвета город достиг при царе Навуходоносоре II, который заключил военный союз со своим главным врагом Ассирией. Для этого ему пришлось породниться с медийским царем Кеоксаром, женившись на его дочери Амитис. Она же и есть та самая Семирамида. Для своей жены царь приказал разбить знаменитые висячие сады. Сады размещались на 4-ярусной площадке, напоминающей вечно цветущий зеленый холм. Переходим к третьему чуду света. Статуи Зевса в Олимпе, Греция. В 435 году до нашей эры в Олимпе, одном из святилищ Древней Греции, был построен величественный храм в честь повелителя всех богов Зевса. Внутри храма помещалась огромная 20-метровая статуя бога-олимпийца, восседающего на троне. Скульптура была изготовлена из дерева, поверх которого наклеивались пластины из слоновой кости, имитирующие верхнюю обнаженную часть тела Зевса. Одежда и обувь бога покрыты золотом. В левой руке Зевс держал скипетр с орлом, а в правой – статую богини Победы. На 4-м месте храм Артемиды, Эфес, Турция. Храм Артемиды был построен в 560 году до нашей эры царем Лидии Крезом в городе Эфесе на побережье Малой Азии. Огромный беломраморный храм обрамляли 127 колонн высотой 18 метров каждая. Внутри находилась статуя Артемиды, богини плодородия, изготовленная из золота и слоновой кости. 5-е место – мавзолей в Галикарнасе, Турция. Правитель Карий Мавсол еще при жизни в 353 году до нашей эры начал строительство собственной усыпальницы в Галикарнасе на территории современного Бодрума, который находится в Турции. Грандиозное погребальное сооружение высотой 46 метров, опоясанное 36 колоннами и увенчанное изваянием колесницы, произвело столь сильное впечатление на современников, что с тех пор все монументальные гробницы стали называть мавзолеями по имени царя Мавсола. Ну и 6-е чудо света – это Колос Родосский, друзья, Греция. Итак, Колос Родосский – это гигантская статуя древнегреческого бога солнца Гелиоса. Она была установлена у входа в Родосский порт в 292 по 280 года до нашей эры. Стройный юноша бог верблюдов. Ну и 7-е, последнее из чудес света – это Александрийский маяк, Египет. В 270 году до нашей эры на острове Фарос при входе в порт Александрии воздвигли огромную башню высотой 128 метров. На вершине маяка постоянно горел костер, свет которого усиливался при помощи металлических вогнутых зеркал и был виден на расстоянии, вы только представьте, на расстоянии до 60 километров. Маяк
был уничтожен, к сожалению, землетрясением в XIV веке и не сохранился до наших дней. Ребята, мы с вами изучили очень интересное видео о 7 чудесах света. Пожалуйста, можете дополнительно почитать информацию по данной теме. Чтобы перейти к практической теме нашего урока, давайте с вами повторим правила. Ставятся знаки препинания при однородных членах предложения. Однородные члены предложения разделяются запятыми, как показано на первой схеме. Запятая не ставится, если при однородных членах союз «и» употребляется один раз. Но если союз «и» будет повторяться несколько раз, тогда запятая будет ставиться только при повторе. И в обязательном порядке запятая ставится, если в предложении при однородных членах есть союзы «а» или «но». Ребята, давайте с вами выполним такое задание. Спиши предложение, вставляя пропущенные буквы и расставляя недостающие знаки препинания. Объясни их постановку. Обоснуй ответ. Я даю вам минуту, чтобы вы выполнили это задание. Давайте, ребята, теперь проверьте сами себя. Царь Мавсол начал строить свою гробницу еще при жизни. Здесь мы должны поставить букву «и». Мавзолей был расположен в центре города. Здесь пропущена буква «е» в слове «центр». В центре. Третье предложение. Мавзолей и гробница и храмом. Здесь у вас после гробницы запятая. Он символизировал могущество и богатство царя. Здесь у нас написано все верно. На крыше мавзолея располагалась скульптура царя Мавсола и армии Мессии, колесницы. Здесь, в этом предложении, у нас в 3 словах пропущены буквы. Буквы на крыше, буква «е», армии Мессии, буква «е» и в колеснице буква «е». Слово «мавзолей» произошло от имени царя Мавсола. Здесь все написано верно. Ребята, теперь вы, чтобы оценить свою работу, нарисуйте на полях своей тетради вот такую волшебную линеечку. И оцените свою работу. Уровень, низкий уровень, средний уровень, высокий уровень. Благодаря этой волшебной линеечке мы поймем, как вы поняли сегодняшнюю тему. Домашнее задание. Соберите информацию о чудесах света современного мира. Напишите конспект в тетради. До свидания, до скорых встреч.